Калмыцкие волонтеры в числе победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Активисты получат более 5 миллионов рублей на развитие добровольческой инфраструктуры. Еще 3 проекта, направленных на поддержку семей, стали победителями конкурса на соискание грантов по линии Росмолодежи. О том, что предлагает молодежь, выясняла наш корреспондент Светлана Аджиева. Буинтам Анжиева вместе со своими коллегами 3 года назад организовали студию личностного роста «Чайка», популяризации семейных ценностей, своевременное выявление кризисных ситуаций, снижение числа роста неблагополучных семей. Такие социально ориентированные виды помощи готовы предоставить дипломированные специалисты. А выигранный грант в конкурсе Росмолодежи на сумму около 1 миллиона рублей поможет воплотить идею в жизнь. Мы предполагаем провести 100 бесплатных консультаций с психологом, 10 тренинговых курсов по эмоциональному интеллекту, 3 больших семинара для молодых семей в целях профилактики разводов. Также предполагается проведение 40 занятий по арт-терапии для подростков, которые тоже являются важной частью семьи, и к чему мы все это ведем, чтобы весной провести выставку арт-объектов детей, про их взгляд, про эмоции, про взаимоотношения в семье и про важность семьи, потому что нам кажется, что сильная Калмыкия действительно в крепкой семье. Еще одним из важных направлений является профилактика разводов молодых семей. Чтобы значительно их сократить, работать будут в тесном взаимодействии с городским отделом ЗАГСа и Министерством социального развития. Сегодня мы проживаем очень непростое время. Период самоизоляции и пандемии обнажил очень многие проблемы, в том числе и внутри семьи. Большое количество конфликтов, множество семей находится на грани развода. И это коснулось, к сожалению, в том числе и нашу республику. Именно поэтому нам показалось очень важным создавать этот проект именно для семей, находящихся на грани развода, в кризисных ситуациях, в которых в том числе и страдают маленькие дети. Но также нам кажется очень важным и родительское просвещение, поэтому мы работаем в том числе и с молодыми семьями, которые только-только образовывают семью, брак, и нам кажется, что если предугадывать проблему, то можно ее избежать. На 40 тысяч грантовых средств были приобретены книги по психологии и развитию личностного роста. Воспользоваться специализированным книжным фондом студии бесплатно может любой желающий. Много книг еще и для детей, потому что в основном мы работали с детьми, и очень много художественной литературы для малышей. Сегодня молодые активисты Калмыкии готовы работать с детьми, обучать и оказывать первую помощь всем нуждающимся. Поэтому ежегодно растет количество заявок на участие в различных конкурсах. Поддержку волонтерскому движению в Степном регионе оказывает не только Росмолодежь и Минспорт, но и республиканское правительство. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсетях отметил, что в прошлом году была проведена большая работа, чтобы наша молодежь стала чаще принимать участие, и результат не заставил себя долго ждать. Я рад, что в этом году мы подтянулись в этом направлении. Калмыцкие НКО стали чаще побеждать. К ним присоединились и физлица. Хочется, чтобы мы максимально использовали такие возможности. Уверен, наша сельская молодежь также может реализовать свои идеи благодаря участию в подобных конкурсах. Благо, они проводятся очень часто. Для победы в них нужно проявить усидчивость, не отступать перед препятствиями. Удача любит настойчивых, подчеркнул руководитель региона. Светлана Аджиева, Максим Мятежный, информационная программа.